Шикарно позавтракали, ребята. Так, по шаурмичке ударили. Ну как шаурма, не шаурма. Ну, все, что было, накидал. Прикольно получилось. Потому что лаваш брал с собой. А что, думаю, так, мало ли, хлеб что-то закончится. Не знаю, вообще просто взял его. Он быстро портится. Ой, красота, ребята. Таежная речушка. Такая изморозь. Наша лодочка стоит. Да, машина, конечно, ребят, вообще мощная. Какой сегодня, ребят, план у нас? Время 8 час утра, вот только начало расцветать. Идем наверх, плюс-минус 20-25 километров. Там есть речушка, тоже впадает в эту речку. И Женя ее пробьем, посмотрим. Может, найдем там что-нибудь, попробуем там порыбачить. Посплавляемся. Сегодня как бы есть денек у нас. Вчера поздно приехали. Ну, у нас мы на рыбалку ставок делали очень мало, конечно. В основном это, как сказать, путешествие на водомете. Прочешем эту речку. Получается, сегодня будем подниматься почти к истокам этой реки. Там есть речушка. Зайдем, посмотрим. Прокатимся. Бензина у нас порядком, 100 литров еще. Так что Женя говорит, там хватит. Вперед, наверх к приключениям. Посмотрим, как там наверху. Потому что мы порядком поднялись. И смотрите, но это не верховье. Это не верховье. Река полноводная. Можно, грубо говоря, на винте идти. Местами, конечно, мелко, но завалов таких каких-то ручьев нету. Которая именно предназначена вот эта лодка, друзья. Великолепно. С Николаевичем вчера рано легли, что-то потом проснулись в 10, что-то чаевничали, разговаривали. Ну, мужик приятный на общение. Очень понравился мне. Душевный человек. Красота. Такая вот пора, ребята. Как бы снежок вот придает радости немножко, что ли. Ну, осветляет. Так как обычно в это время так хмуро, уныло, темно. А снежок немножко осветляет и как будто как-то по-другому все выглядит. Все, ребята, погнали. Вперед.
эту бы проскочили, а вот это не дает, слишком большая. Ну, значит, вверх никто не ходит уже. Это точно. Река сузилась. Так, порядком. Уже пошли завалы, такие более интересные места. Николаевич предлагает пилить ее. Ну и знаешь, Андрюх, мы сейчас одну спилим, посмотрим, если там дальше такая же будет тема, ну то есть как бы может и смысла не будет, потому что ну без конца пилить день не так короткий. Да. Одну попробуем, преодолеем, если проедем до второй, а потом, ну по крайней мере, сейчас вот выше никто не поднимался на лодке. Да, согласен. По красоте. По красоте сделал вообще. Все Ну, по красоте, все грамотно. Перескочишь? Легко вообще. Отлично. Вот вообще, да, смотри, за поворотом. Да, ну на самом деле, может быть, конечно, все быть не так. До моста еще далеко. Может даже не поднимемся, вот мост. О, слушай, да, прилично. Повыше. То есть может и не поднимемся даже. Ну посмотрим. 16 прошли уже. Николаевич по бревнам летает. Сумасшедший.
Николаевич, финиш? А? Финиш. Финиш, я вижу. О, все, друзья. Вот это уже финиш, точно. Финиш. Здесь точно пилить еще не будем. Мы тут устанем. Слушай, Ну, не дошли до заветной цели, ладно? слышишь, одно прыгал, два прыгал, три прыгал, да? Тут уже не вообще. перепрыгнешь. Хотя смотри, Николаевич, все пиленое, понял. Оно собралось, Собралось, затор да? сделал. Вон упало большое дерево, с одной и с другой стороны. Вот так V-образно сделалось. И все. Да, вот, возможно, даже если кто-то пильнет вот это, по большой воде все стащит. Да. Ну, по большой воде по-любому будут подниматься. Потому что спилы-то видно вообще древние, старые спилы. Деревья-то. Да. Слушай, ну что, я предлагаю по чаю. Чай пьем, отдыхаем и со сплавом вниз рыбалки. Точно. Ну что ж, не пустила река дальше, значит все. Здесь ничего, звери какие-то ползают. Ну я и говорю, что-то такое. Бобры, может быть. Там сколько троп бобров видел. Слушай, ну Слизанные. за подъем бедные уток гнали, потом ушли куда-то. Лебедя, рябчика и капушку, да, видели? Да. Сова что-то была. Ну так. Я думал, как бы, ну, все равно такие места. Рябчик должен как бы взлетать. Нету зверя, выбили все. Видел, сколько изб. Охотников тут сколько. Эти избы посещают постоянно, Да, регулярно. да. Бобры, да, смотри, даже Поели и поели. березу не стесняется, смотри. Так-то ли. Этот, березу едят кору, она же очень полезна. Ага. Тоже там типа содержит. Я не знаю прям, ребят, что ставить. Что-то надо ставить. Охота, конечно, харюза поймать. Но тут как будто бы и щука есть, как говорили нам. А? Да я тут, не знаю, Николаевич, ключик подбираю. Давай, давай. Думаю, что поставить. Пытайся. Набор небольшой, но есть резина, но тут наверху особо ям-то мы так и не нашли. Вот, хотя резину брали. Короче, резина не пойдет, много травы, проводка не получается. Вот. Что-то вот такого плана, не знаю. Сейчас вот что лучше, конечно, яркую или наоборот белую. Николаевич, ты не знаешь? Какой цвет сейчас, говорю, лучше работает по осени поздней? Белая, яркая. Что-то, наверное, в такой воде, не знаю, может это в такой воде действительно такое светлое, чтобы видно было. Хотя хреново. Угу. Бывает, да темные бывает, зимой бывает черная мормышка работает. Черная мормышка вообще великолепно работает. Лично у нас. Сверху белый лед и черный видно хорошо. Такой кранчик маленький. Веточки классные. Уже крупные приманки поставили, ребята. Николаевич колебалку большую, я воблер, по которому троллингом хожу по Сысоле. Не знаю. Вот эту колебалку хвалил кто-то здесь вообще огонь. Она реально работает. На медленной проводке сейчас осенью как раз, когда вода остыла, рыба неактивная. Ну сейчас крупные приманки-то актуальны для щуки. Ей как бы сейчас надо взять большой кусок, да, и все. Даже вон 500-700 грамм такую весну хватает. Да. Там пасть у нее, там живет. А пуняна такую бывает кидается весну. Попробуем зеленый. Пробуем. Места, конечно, хорошие, интересные. Готов? Да? Спокойно, тихонечко, скромно. Да?
лодочка. А? Ну, лодка, смотри. Ага. Какая-то Вижу, да. тропа, может изба где-то. То, что мы еще видели, еще, может, мы еще и не видели, да? Да, ну а вот видишь, скорее всего изба наверху там. Да, была. да, да. Что-то такое. А вот так лодка. Вот здесь спускает. Трава примята, кстати, были люди. Да, вон тоже какой-то типа спуск. Угу. Тропинка, там изба, скорее всего, да, есть. Завал от древину оторвали. А? От завала древину оторвали. Да, Ну что, друзья, 2 часа на нас сплавляемся где-то. У нас планово было где-то часа 4. Хоть убей. Вообще ноль. Перебросал уже все, наверное, что и присутствует в коробках. Ну, понятно, что халявы как бы не ожидали, но хотя бы там увидеть рыбку, понять, что здесь рыба есть. Как будто плывешь и мертвый. она существует. Да. Места на самом деле хорошие. Есть какие-то приямки. И перекат сейчас такой длинный прошли. Что-то харить. Ничего не вообще. Ну никак. Решили пообедать. Быстро сейчас согреем. Есть маленькая горелочка. Пообедаем и пойдем тут речушку проходили небольшую. Может туда заскочим. Посмотрим вообще. Сейчас пообедаем спокойно. Как раз нас прижало. Сейчас быстро согреем. Покушаем и будем думать дальше. Может после обеда что. Хотя навряд ли, но будем надеяться. Кастрюлька там. Будем кушать, друзья, солянку сегодня. Не знаю, товарищ влезет. Лезет? Наверное, да. Смотри, там все есть. Соляночки все есть. И мясо, и оливки. Как должно быть, да? Да. Да. Смотри, тарелочка в аккурат. Ну, Нормально. оливка есть, да. Лимон. Обедаем прям в лодке, друзья. Вот я про что-то пил, как бы, то, что вот сейчас нам прям где-то останавливаться, что-то там готовить. Вот быстро, без фанатизма. Ну и Николаевич говорит, вкусно. Очень вкусно. Смотри, друзья, вот солянка, вот сосиски какие-то, что-то какие-то мясо, вот даже вот оливки есть. Ну, в общем, вроде неплохо. Так, на самом деле, да. Новоцепка придумал эту тему. Что в таком качестве. Да, как бы, реально как бы, как домашняя, ну, качество хорошее. Николаевич, аккуратно сейчас стукнемся. Ага, держись. Нормально, плавненько зашли. Местами, ребята, проходим, местами кидаем. Блин, ну и вообще ноль, ё-моё.
Как так, а? Да. Вот так вот, ребята. Мы его притопили, смотри, как сейчас. О, вообще. Проходить можно легко. Ага. Нормально. Малая река, ребята. А? Устье реки, говорю. Интересно. Интересно. Так, немножко мы уже не успеваем. Чуть-чуть побалуемся уже так. Уже остатки, так скажем, дня выжимаем. А вдруг... Как говорится, вдруг бывает только пух, да? Да. Ну все, друзья, дома, так скажем. Понятное дело, что, ребят, будем ночевать. Конечно, такие расстояния не ходят вот в один день, в одну ночь. Тем более именно в час осень. Световой короток. Так что сегодня ночуем, друзья, а завтра спокойно утром встанем, соберемся и домой. Рыбалка в ноль, ребята. Ну, ничего не могу сказать. Время такое или что-то как-то. Рис, конечно, много здесь. Понятно, что здесь и рыбаки есть. Шикарный же поворот изба, ребят. Ну, почему сюда поехали, было понимание, что и рыбалка здесь как будто бы хорошая. И с тем расчетом и наверх сами поднялись. До истока не дошли, там запланированные у нас речушки, но большой завал. Ну, прошли мы сегодня 50, ребят. Плюс-минус, может даже больше. Соответственно, уже километраж намотался, дай бог. Евгений заправляется на завтра. А я уже затопил печку, стаскал вещи. Сейчас будем готовить ужин, отдыхать, высыпаться, общаться. Короче, вот как-то, ребят, такие покатушки у нас. Ну, на самом деле, лодка, мотор, ребят, огонь. Прям, блин, мне заходит прям тема реально. Вот ничего не надо. Вот какой вездеход, ребят. Вот. Если есть вода, если есть даже мель, там баллоны видели, какие шагают. Так что понятно, что он не кушает. И ну, реально это мощь, прям мощь. Очень понравилось. Потому что я ни разу не ходил на таких моторах. Первое впечатление, конечно, просто летишь, свобода, ребят. Каждый моторчик, даже взять на воду, это свобода. Ты едешь и как будто бы на реке уже как-то по-другому себя чувствуешь. А здесь прям летишь, ребята. Вот эти близкие берега, когда все объезжаешь возле коряк, это очень круто, на самом деле. Даже не замечаешь, что прошел уже столько километров. Такой так называемый воровской шланг. Струя пошла, все. Все, да? Да, все. Сейчас покажу. Блин, круто, слушай. Ну, видал? Да хороший напор, я тебе скажу. Ну. Просто вот так подергал и все. Да? Там шарик стоит, и он этот. Бензин тык-тык-тык-тык. И он когда начинает идти,
шарик открывает клапан, его давит как бы, да? Ага. А когда заканчивается, он тюк закрывает. То бишь вот это уже не надо, да? Не надо. Отсасывать не надо. Отсос Петрович уже все в прошлом. На ужин, ребят, сделаю салат. Куча яиц у нас. Отварим картошку, морковку. Водички подняли с речушки. Сейчас мы все тут быстренько, ребятки. Отварим. И будет у нас салатик. Шапки снять. Ух ты. Шапки-то жарко. Я думаю, салатик будет самый то, да? А? Салатик, думаю, самый раз вот Николай. Вообще отлично будет. Мелчок. Так нравится, ребята. Каждый занимается своим делом. Быстро-быстро приехали. Все, сделали дела. Теперь хоть снег, хоть дождь. Красота. Порядок, да. Да, хорошо чистится. Ну да, я тоже всегда охлаждаю. Когда сваришь. А еще, говорит, бывает, можно соль добавить. В воду соль добавляешь и тоже не ходит. С солью вода еще быстрее закипает. Ну да. Ребята, сегодня вкусный ужин у нас. Оливьюшка. А чё? Почему бы нет? В лесу и чё? Также можно готовить и не обязательно какую-то там жареную картошку или там макароны, как многие это делают. Чисто с салатиком сегодня побалуемся. Классно. Спустился к речке, ребята. В избушке тепло, натопили. Вообще великолепно. Салата нарубались, чайку напились, ребята. Вообще классно. Время 7 часов, заняться нечем. Что, будем отдыхать. Сегодня целый день бороздили речку. В общем, сегодня прошли полтинник, ребята, а так в общей сложности километров 170. Завтра еще сотка до дома. Завтра выезжаем с утра, встаем и потихоньку соберемся и вперед до дома. В общем, маршрут получится, ребят, такой отменный. Километров 300 на моторе. Да, с рыбалкой не повезло, но приключения и путешествие отличное. Новая речка, посмотрели места. Да, с рыбалкой, конечно, не знаю. Может, нам не повезло, может, сейчас время такое. Но исп тут очень много. Исп, ребят, на каждом шагу просто. Я в шоке, я такого не видел. Чтоб на одной реке столько исп было, это, конечно, жесть. Ладно, друзья. Поднимаюсь в избушку. Вот она у нас светится. Еще по Чайковскому. И до завтра. Будем отдыхать. Ребята, доброе утро. 7 утра. Вот, рассветать начинает. Я только-только проснулся. Николаевич молодец. У него уже по хозяйству печку затопил с утра. Изба остыла. Чайник закипает. В общем, встаем. Ребята, гороховая каша. Что-то
Туда пару яиц сейчас сделали. Нормально. Как раз в дорогу веселая кашка идет. Реактивные. Да. Владимир Николаевич, приятного. Спасибо, взаимно. Будем завтракать и вперед собираться. Всем приятного аппетита, доброе утро. Сборы, друзья. Потихоньку моем посуду. Все комплектуем. Сборы немаловажные, как сборы домой, как и в поход. Так что все должно быть. Все будет должно четко. Также уборка в избе. Николаевич посуду греет, воду. Распалили костерок, чтобы бытовой мусор сжечь. Все шикарно. Изба должна быть в таком же состоянии, в каком и была. Чистая и красивая. Стаскиваю вещи, друзья. Ночью был снег, лодка запорошена. Ну а так, главное, что сегодня снега нету, так как, друзья, нам 100 километров до дома. Это только по воде. Вчера все здесь подняли. Палатку так и не использовали. Ну, понятно, изба. В палатке тоже, ребят, свой кайф, конечно. Но изба, как она стационарная, конечно, получше. Вот у Николаевича, ребят, контейнеры, смотрите, лодку. Маленькие, большие. И гермомешки. Вот у меня, блин, баулы, конечно, стрёмные. Вот здесь все. Не переживай, что снег, дождь. Вот надо, друзья, взять такие. Найти мне в походы. И вот это вот. Забыть вот это. Потому что вот, все. Здесь вещи, им ничего не будет. Стаскали вещи, за нами порядок. Оставляю скатерть ребяткам. Пускай на столике красуются. Здесь все чисто. Дровишки есть. Все красота. Спасибо дому. 2 дня мы здесь жили с Николаевичем. Радовались жизни. Контролька замерзла. Ну это понятно. Сейчас прогреет. Все, ребята, с Богом. Контролька почистили, все хорошо. Выходим, друзья. 100 километров.
Ну что, друзья, все, на точке высадки. Вот наш слип, наша старая деревня, старая лодка, которая лежит в поле. Мы здесь слиповались, и Николаевич пошел за машиной, оставили у местных, договорились. В общем, Николаевич пошел, сейчас пригоним тачку. Лодку немножко в сторону, потому что сейчас загоним прицеп, загрузим лодку и так далее. Что по поездке, ребят, кратко. Поездка шикарная. В плане такого километража никогда не ходил, плюс новые ощущения. Это водомет, ПНД лодка реально делает вещи. Очень круто. Ночевали в избе, палатку и то, что брали, не используем. Ну и река вообще просто, ребят, вся в избах. По рыбалке вообще в ноль, мы даже поклевки не видели. Ну сейчас проезжали тоже деревни, видели местных, и стоят, бурскают, сетки. Вот такой, говорит, болт показывают, рыбы ноль. Возможно, сейчас такое время, что рыба просто где-то уселась, легла на дно и просто стоит, ждет уже перволетки. Хотя я знаю, что многие в такое время рыбачат и ловят, но все же новое место, экспедиция, ребят. Я как бы планировал больше покататься, посмотреть вообще как что. Ну и познакомиться с Николаевичем. Николаевич такой здоровский мужик. Очень душевный, приятный вообще. И как бы таких людей в наше время очень как бы мало на самом деле. Круто провели время, 2 дня в тайге. Вообще забрались, ребята, бешеное количество. По километражу не знаю сколько прошли. В общем, ну за 300, ребят, за 300 протоптали на вот этом комплекте. Это хорошо, конечно. Для меня это прям так колоссально. Посмотрел, просто для себя понял, потому что в моих точках тоже очень много милей, перекатов, и в целом возможно вот такой вариант просто будет ходить и можно будет двигаться. В целом, ребят, идет снег, уже темнеет, к вечеру добрались, сейчас выезка, нам еще далеко до дому, мы находимся в другой области, так скажем. Ну, в целом, ребят, мне очень понравилось, и надеюсь, вам тоже понравилось. Закрытия, ребят, наверное, еще может быть и нет. Есть еще немножко времени, 3-4 дня максимум. По приезду я, возможно, что-то еще сделаю, потому что у меня есть еще червей 200, я имею в виду по червям, по налиму. Возможно, я еще выйду, переночую и закрою сезон у себя дома, нежели здесь, в стороне, 29 регион. Фух, ребят, передохнул. Было как-то непонятно, немножко мне не хватило, может, рыбалки, но в целом не буду затягивать, ребята, прощание, так скажем. Предлагаю посмотреть Николаевича свой канал Свобода 11, друзья. Грамотные ролики, очень много души вкладывает человек, хорошее качество. Если кому интересно такой формат, ребята, посмотрите, пожалуйста, перейдите, я ссылочку оставляю на Николаевича. Николаевич вот именно, что уезжает очень далеко, проходит прям не то что на машине, и на лодке очень много. И находит рыбу на вот таких и реально таких заброшенных местах, здесь, где люди особо не являются. Вот это самое главное. Николаевичу респект, ребята, и переходите, приветы передавайте. По-любому вам, ребят, понравится. Я вот прям гарантирую. На самом деле. А так, братцы, все засыпает. Рука уже мерзнет, не могу держать камеру. Всем здоровья крепкого, счастья, любви. Всего самого хорошего, ребята. Будьте свободными, так скажем. Будьте на природе. Здесь другая атмосфера, и здесь реально хорошо. Пока. Николаевич, по красоте. Все, запарковались.